Добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Инна Мазаева. И сейчас коротко расскажем о главных событиях к этому часу. Предложения, наказы, пожелания жителей Владикавказа, мы их предварительно проработали. И сегодня на суд делегатов конференции представили эту программу, она была утверждена. 8 избирательных кампаний одобрили в ходе 35-й конференции Северо-Осетинского отделения «Единой России». В работе принял участие глава республики Сергей Миняйло. Хочу подчеркнуть, что меры поддержки, которые оказываем фермерам, приносят значимый результат. Вырос объем валовой продукции сельского хозяйства. В прошлом году он дал 46 миллиардов рублей. Стратегию развития спортивной медицины и субсидии на мелиорацию сегодня обсуждали на заседании правительства. Какие вопросы еще рассмотрели? По сути, ничего не теряешь, ничем не жертвуешь, не рискуешь, но вопрос – это цена жизни, и это удивительно, то есть если есть возможность, это очень важно вступать в регистр. Подарить шанс на здоровую жизнь. Ежегодно в пересадке костного мозга в России нуждаются больше 3000 человек. Чем каждый из нас может помочь? Сергей Миняйло провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Рассмотрели меры по усилению контроля за незаконным оборотом пестицидов и агрохимикатов. Их широко используют для получения богатого урожая, улучшения товарного вида продукции. При этом несоблюдение норм и сроков может привести к накоплению опасных химических веществ в растениях и почве. Выявлены случаи, когда некоторые сельхозтоваропроизводители не регистрировались в информационных системах Цербер и Сатурн или не вносили в них сведения о применении пестицидов и агрохимикатов. Работа в этом направлении активно ведется, и сегодня в информационные системы включены более 440 организаций и индивидуальных предпринимателей, а также около 1300 площадок. Правоохранительные органы борются с незаконным производством, ввозом и реализацией топлива и горюче-смазочных материалов. В этом году выявлен случай реализации сжиженного углеводородного газа с нарушением требований промышленной и пожарной безопасности и 8 фактов осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. Сергей Миняйло поручил представить предложение по созданию специализированной лаборатории по проведению экспертизы качества горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. 7 и 8 сентября в республике пройдут 8 избирательных кампаний. Жителям предстоит выбрать депутатов собрания представителей Владикавказа, Беслана, глав Нагирского, Киевского, Калининского и Среднеурухского сельских поселений. Также дополнительно пройдут выборы депутатов собрания представителей Чермена и Кизляра. На 35-й конференции Северо-Осетинского регионального отделения «Единой России» была принята предвыборная программа. В работе принял участие секретарь регионального отделения партии, глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Сегодня мы, как ведущие политические силы страны, ставим перед собой задачу получить большинство голосов. Мы с вами прекрасно знаем, да, что на сегодняшний момент единственная партия – это партия «Единая Россия», да, которая не занимается популизмом, а пытается что-то сделать. Это ведущая партия сегодня, ведущая политическая сила страны. Региональное отделение партии тайным голосованием выдвинуло список кандидатов в депутаты собрания представителей города Владикавказа 8-го созыва. Его возглавили участники спецоперации. Также на конференции утвердили народную программу партии «Единая Россия». Она рассчитана на 5 лет. На выборах в Государственную Думу, на выборах в парламент республики мы формировали народную программу. И вот сегодняшняя программа станет частью той народной программы, которую мы будем реализовывать. В нее вошли предложения, наказы, пожелания жителей Владикавказа. Мы их предварительно проработали. И сегодня на суд
делегатов конференции, представили эту программу, она была утверждена, и этой программой будем руководствоваться в дальнейшем в реализации всех основных направлений социально-экономического развития Владикавказа. Сергей Миняйло вручил красные дипломы лучшим выпускникам СОГУ. В этом году университет с отличием окончили 118 студентов. Еще 11 человек в торжественной обстановке получили паспорта компетенций. Они сдали тестирование на высшие баллы. Особо отметили участников программы «Диплом как стартап». Ребята защитили свои дипломы в виде бизнес-проектов. Глава республики поздравил выпускников и пожелал им успехов на профессиональном пути. Так вот, у вас впереди большое будущее. И оно зависит от вас самих. От того, как вы по этой жизни пойдете. Я уже неоднократно говорил, еще раз скажу, будьте самими собой. Никому не подражайте. Учиться нужно и можно. Учиться можно и у старших, учиться можно и у тех, кто рядом с вами, но оставаться всегда надо самим собой. В регионе утвердили стратегию развития спортивной медицины до 2026 года. Ее цель – приобщение к здоровому образу жизни и вовлечение в массовый спорт. Документ согласовали на заседании правительства. Программа также определяет приоритетные направления развития системы медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов и не только. Сейчас такую помощь оказывают на базе республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Реализация стратегии позволит совершенствовать систему спортивной медицины в регионе. Премьер Борис Джанаев отметил, в Северной Осетии богатая спортивная история и именитые чемпионы – отличный пример для молодежи. В республике постоянно занимаются спортом больше 240 тысяч человек, и стратегия позволит увеличить этот показатель. Министр сельского хозяйства Алан Кусраев вынес на рассмотрение ряд документов, направленных на предоставление субсидий и возмещение затрат на производство картофеля, элитного семеноводства, производство молока и на проведение мелиоративных мероприятий. Новыми правилами предусмотрен перевод документооборота, который касается предоставления субсидий фермерам в электронный формат. На заседании стало известно, в правобережном районе готова к работе новая школа на 550 мест. Продолжаем модернизацию системы образования. Благодаря поддержке федерального центра мы дополнительно получили почти 340 миллионов рублей. Это позволит завершить строительство школы в микрорайоне Новый город во Владикавказе. Таким образом решится проблема местных жителей, а система образования получит современный оснащенный объект. Помимо этого утвердили правила предоставления субсидий аграриям по нескольким отраслям. Хочу подчеркнуть, что меры поддержки, которые оказываем фермерам, приносят значимый результат. Вырос объем валовой продукции сельского хозяйства. В прошлом году он дал 46 миллиардов рублей. Показатели экспорта нашей республики, по данным таможенной службы, составили почти 180 миллионов долларов. Это практически на 300% выше плановой цифры. История нашего следующего сюжета доказывает, что настоящие герои живут среди нас. В каждом регионе есть те, кто готов в нужную минуту подарить шанс на здоровое будущее. Речь о донорах костного мозга. В России за 2023 год их количество увеличилось почти втрое. Сейчас готовых прийти на помощь к пациентам с тяжелыми заболеваниями больше 330 тысяч. Так Наталья Фрейберг из Северной Осетии в трудную минуту оказалась рядом с Дарьей Фоминой из Подмосковья. О том, как незнакомые люди могут стать личными волшебниками и подарить шанс на выздоровление, материал Алены Агаевой. Дарья Фомина из Подмосковья с детства смело противостояла раку крови. Теперь она полностью здорова, занимается спортом и работает врачом. И все благодаря Наталье Фрейберг. Девушка стала донором костного мозга совершенно случайно. Попала на одну из акций и внесла свое имя в реестр. И вот спустя 4 года раздался тот самый звонок. Ей сообщили, генотип полностью совпал с пациентом. Очень боялась, на самом деле, очень боялась. Но мысли отказаться не было, потому что я понимала, что это ответственность.
ответственность, это жизнь человека, и ты должен поучаствовать, если ты можешь. Наталья не знала ни пол, ни возраст человека, которому пересадит ее костный мозг, но знала главное – она сможет спасти чью-то жизнь. Сразу без раздумий отправилась в Санкт-Петербург. Ей провели консультацию и полное обследование. Долгожданная встреча с Дарьей произошла только через несколько лет. Эмоции, слезы и, конечно, слова благодарности. Очень символично, что теперь Дарья работает в больнице, которая во время болезни стала ее вторым домом. Об этом случае Наталья вспоминает с теплотой. «Я спасла одну жизнь, теперь она спасет десятки», говорит девушка. Вот это самое классное, то, что ты по сути ничего не теряешь, ничем не жертвуешь, не рискуешь, но вопрос – это цена жизни, и это удивительно, то есть если есть возможность, это очень важно вступать в регистр доноров, особенно это важно делать на Кавказе, потому что условно в базе очень много потенциальных доноров, но в основном, допустим, славяне. И помочь человеку с Кавказа они никак не могут, поэтому здесь это особенно важно развивать. По словам врачей, нередко люди просто боятся стать донором. Это, в свою очередь, порождает мифы и домыслы. Например, многие уверены, что для трансплантации костного мозга необходимо делать инъекцию в позвоночник. Но медики уверяют, процедура быстрая, безболезненная и безопасная. На операции занимает около 4 часов и почти не отличается от обычного забора крови. Специальный препарат выводит стволовые клетки из костей в кровь. Побочный эффект – слабость, как при простуде. Это связано с увеличением лейкоцитов. Нехватка колоссальная. Если в Америке, в Германии в реестр донора костного мозга входят 9-10 миллионов человек, то у нас где-то в районе 500 человек, 1000 человек входит в реестр. Поэтому нам надо расширять наш реестр. Процедура несложная, легкая мышечная слабость проходит через несколько дней, а полное восстановление стволовых клеток занимает всего пару недель. Операцию проводят на современном оборудовании. Забирается, то есть закачивается кровь в аппарат частями. Там происходит отбор стволовых клеток, то есть кровь обратно вам возвращается, стволовые клетки уходят в мешок. Точно так же, то есть это делается в несколько этапов. В регистре доноров много молодежи. Ребята из разных волонтерских сообществ и организаций понимают, насколько это важно. Я решила вступить в регистр доноров костного мозга, когда поняла, что лекарство от рака ближе, чем мы думаем, это мы с вами. Этой темой я занимаюсь давно. Я состою в Российском Красном Кресте, и мы стараемся привлечь как можно больше людей, как можно больше молодежи к вступлению в регистр. Смелое и доброе дело, образ мыслей, фундаментальная ценность. Донорство – повод гордиться. В нашей республике постоянно проводят акции. Одна из них – «Донор Кавказа». 8 лет работы и больше 3500 добровольцев. Они регулярно сдают кровь. Ребята считают это гражданским долгом, подчеркивает президент благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов. Мы рады тому, что в последние годы активно прям по всей стране эта проблема решается. Множество акций, не только в СКФО, не только в Осетии. А нужно отметить, что впервые акция по донорству костного мозга прошла в Осетии среди Северокавказского федерального округа. Это нас очень радует, что мы были такими первооткрывателями в тот момент, когда еще государство даже об этом и не говорило. По данным Минздрава России, ежегодно в нашей стране больше 5000 человек нуждаются в трансплантации костного мозга. Около 900 из них – дети. В том числе поэтому так важно стать донором и подарить шанс на счастливую и здоровую жизнь. Алена Агаева, Казбек Басаев, Артур Гаглоев. Новости Осетии. Предотвратить ДТП с участием пешеходов и повысить их транспортную дисциплину. Сотрудники отдела пропаганды госавтоинспекции с инспекторами отдельного батальона по обслуживанию ФАТ на федеральной автодороге «Кавказ» провели профилактическое мероприятие. Разъясняли пешеходам правила безопасности при переходе проезжей части и вручали тематические буклеты. Рекомендовали им быть предельно внимательными, не торопиться и не перебегать на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток использовать
использовать на одежде цветовозвращающие элементы. Водителям инспекторы напоминали о необходимости заблаговременно снижать скорость перед переходами и предоставлять пешеходам право преимущества движения. Во время рейдов в отношении нарушителей составляли административные материалы. Водителям придется заплатить штраф от 1500 до 2500 рублей, а пешеходам 500 рублей. Во Владикавказе провели первенство республики по шахматам среди детей. За звание сильнейшего сражались почти 200 участников от 5 до 17 лет. Турнир проходил на базе шахматной школы ГМТ. Руководство учреждения регулярно предоставляет площадку для проведения соревнований любого уровня. Организовали первенство Федерация шахмат республики совместно с Минспорта Северной Осетии. Активное участие приняли и спонсоры. Благодаря этому дети получили возможность участвовать в соревнованиях без вступительных взносов. 9 дней ребята демонстрировали быстроту реакции и собственную стратегию интеллектуальной борьбы. Вместе с чемпионами участники, занявшие со 2 по 4 места, будут предоставлять нашу республику на первенстве СКФО. Данное первенство значительно отличалось от предыдущих. Дело в том, что мы проводили соревнования немного в ином формате, где, значит, не в общем игровом зале все проходили соревнования, а поэтапно. То есть сначала выступали, значит, спортсмены более юные, а потом и постарше, и так далее. В итоге, по итогам, вернее, напряженной вот этой борьбы, конечно, в каждой возрастной категории появился тот или иной шахматист, который значительно опередил своих конкурентов. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.